to lose your way, don't have no fear. Hold my hand. Ну что, дорогие друзья, продолжается наше радиошоу, и сейчас наступило время рубрики «Открытый микрофон». Дорогие друзья, сегодня будем говорить о популярности в сети, как добиться этой популярности и как сделать эту популярность, монетизировать эту популярность. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии Нюргуша, известная в сети, но она Нюргуяна Сыроватская на самом деле, бывший педагог, математик, ну а сейчас известный вайнер, тамада, ну и кто еще? Представитель Эвено-Батантайского района в городе Якутске. Здравствуйте. Добрый день. Ну, Нюргуяна, Нюргуша, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Друзья, кстати, вы можете задать свои вопросы нашим медийным личностям. Сейчас девушка одна, которая очень известна и очень популярна у нас в Якутске, она буквально на подходе. Звоните в студию 32 00 66 32 11 66. Мы разговариваем с людьми, которые добились успеха благодаря социальным сетям. В Инстаграме я вчера посмотрела очень много вайнов ваших. Вечер весь я просто хохотала. Очень позитивный, очень классный, вообще очень здорово. И хочу сказать, что у Нюргуши, ну, такой, собственно говоря, никмейн, да, в сети, в Инстаграме, на вас подписано почти 12 тысяч жителей. Ну, видимо, сегодня 12 тысяч стало. Прекрасно. Ну и вчера я тоже, кстати, подписалась на вас, на ваш профиль. Расскажите немножко о себе. Откуда вы родом? Еще раз добрый день, любимые мои подписчики, мои друзья, зрители телеканала Саха-24 и радио 107.1. Еще раз поздравляю всех, то есть с наступающим Новым годом. И хочу рассказать о себе. Я сама родом с Эвено-Батантайского улуса, поселок Сакырыр. Я сама эвен. И, то есть, я работала учителем математики 10 лет, 7 лет у себя на родине и 3 года тут в городе Якутске. И я ушла с учительской профессии, потому что, наверное, хотела что-нибудь нового, какие-нибудь открытия для себя сделать. И вот. И в городе Якутске живу 6 лет. Вот так. Коротко о себе так расскажу. Скажите, Нюргуша, а когда вот появилась первая ваша, так сказать, когда вы зарегистрировались в Инстаграме, когда появился первый ваш вайн? В Инстаграме я, наверное, зарегистрировалась, не знаю, не помню, в 2013 году, что ли, или когда она открылась-то. И в прошлом году, в 2015 году, в ноябре, в один прекрасный зимний вечер, я поехала ужинать к своей подруге. Она родом с Верхоянского города, Адетче, то есть поселок Адетче, да. И она мне вот приготовила ужин зайса. А заяц верхоянский, это очень вкусный, очень жирный заяц бывает. И я лет почти, наверное, 10 не ела зайца. И вот с радостью, очень был вкусный. Просто сняли для себя, для своего Инстаграма. Я не думала такой резонансности, что будет такое видео, так много просмотров. И вот сняли просто в шутку с акцентом верхоянска. Верхоянский акцент у нас это Эвено-Батантайский акцент и верхоянский. То есть я вот кушала только верхоянского зайца. Все думают, что я с Верхоянска, а сама я вот Эвено-Батантайского улуса. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот у вас 12 тысяч, говорите, подписчиков, да? Половина это магазины или все-таки реальные люди, которые, которым интересно, которые просматривают с живым интересом ваши вайны? Если честно, я не знаю, кто у меня сидит, но есть люди, которые постоянно комментируют. Я эти профили иногда захожу, смотрю, и в день комментируют мне 50-60 комментов бывает. Угу. А как вы относитесь к таким комментариям, когда говорят не очень лестно там или критикуют? Вот как вы относитесь к этой критике? Вы страдаете, бежите к психологу или как-то заливаете вином это дело или как? Да, заедаете зайцем верхоянским? В начале вот видео, которого первый, да, заяц, который кушала, да, после этого вот по WhatsApp, в комментах тоже писали то, что
она сама не верхоянская, и почему она пародирует, типа, нас и унижает, типа, такие были комменты. Вначале, да, мне было как-то неприятно, потом я даже не удаляла эти комменты, я просто смотрела и выкладывала, то есть фотографировала, да, и выкладывала в Инстаграм. А сейчас мне без разницы то, что у людей свои эти. В общем, свое мнение, да, у каждого мнение. человека своя точка зрения, свое мнение, естественно. Но я еще раз подчеркну, что вчера, когда вот вечером просматривала ваш профиль, подписалась, ну просто вот было очень весело, и мы с дочкой просматривали ваши вайны, было просто весело, и очень много позитива от ваших фотографий, от ваших видео маленьких таких зарисовок, да, это очень-очень-очень приятно. И, кстати, те люди, которые сидят в сети за пределами нашей республики, да, которые не с Верхоянска, которые могут очень остро реагировать на вот этого зайца, а те люди, которые сидят за пределами далеко, они же открывают, собственно говоря, благодаря вам нашу Якутию. Она такая многогранная, интересная, и с точки зрения туристического какого-то, вот, ну, может быть, некоторые, просмотрев, как вы катаетесь на борде, то по песку, то в тюре, то, конечно же, могут возникнуть такие, как бы такие сумасбродные идеи. А не рвануть ли на Новый год в Якутию? А почему бы и нет? Скажите, пожалуйста, вот вы не думали о том, что как-то вот занять ту нишу, когда, ну, как бы сказать, как раз-таки рекламировать именно наш вот туристический потенциал? Выходили ли на вас представители вот каких-то там, допустим, с Министерства предпринимательства, например, ну, или какие-то турфирмы? Да, у меня вот в Инстаграме, я заметила, есть тоже другие города. Новосибирск, оказывается, есть. Казахстан тоже были, оказывается. И они просили снимать видео на русском языке. У меня обычно видео на якутском. И вчера еще вот комменты были, когда вот с Анжеликой мы брови покрасили и селфи сделали, да, и я тоже покрасила. И вот тоже внизу было очень много комментов на английском. Португальский, по-моему, был еще. Вот тоже. А вот представители, вот директора вот этих туристических никто не выходил, такого не было. Но самое удивительное и интересное, когда именно вот общественность, я хочу вспомнить, когда девушки наши, да, якутянки, помните, сдавали свое серебро для того, чтобы отлить фигурку Оскара для нашего любимого актера Леонардо Ди Каприо. И это тоже была инициатива снизу. И почему-то вот наши, как бы, ну, скажем так, чиновники, они как-то это все как бы вот пропустили, скажем так, сквозь пальцы, да. Но, с другой стороны, есть еще такой момент, когда опять-таки молодые ребята приглашают к нам, но вот к нам присоединяется в эфир еще одна наша героиня. Пожалуйста, Анжелика, доброе утро. Здравствуйте. Анжелика Протодьяконова, присаживайтесь, пожалуйста, телефон на беззвучку. Дорогие друзья, телефон в студии 320066, 321166. И сегодня у нас впервые на НВК вообще, да, в эфире Анжелика Протодьяконова, девушка с интересным мейкапом. Здравствуйте, надевайте наушники. Потерялась немножко Анжелика в городе Якутске или попала в пробку? Потерялась. Потерялась в 3 соснах. Есть такие люди еще в нашем городе. Но, дорогие друзья, можете позвонить и задать свои вопросы Анжелике 320066, 321166. Ну, представлять ее, наверное, нет смысла. Анжелика Протодьяконова, удивительная девушка. Многие могут рыдать от зависти, многие негодовать, может быть. Но факт остается фактом. Сейчас у вас в подписчиках сколько? Напомните, пожалуйста. 18 800. 18 800 граждан. Ну, в общем, это цифра такая. И причем количество подписчиков у вас, ну, просто вот головокружительно, так сказать, возросло буквально за месяц, да? Да. Ну что, 11 октября вы опубликовали первое фото свое в Инстаграме и вообще открыли страницу в Инстаграм, да? Угу. И с этого времени у вас пошел вал тех людей, которым интересна вы, ваша личность и ваш мейкап удивительный и интересный. И с каждым разом главный козырь – это
Ну, я напомню, что это брови, благодаря которым вы стали известны широко не только в республике, в России, но и даже за рубежом. И я напомню, что после того, как одна известная бьюти-блогерша в Калифорнии, Садия, или Садия, как правильно, она буквально повторила ваш мейкап прямо в эфире, и после этого видео буквально вами заинтересовались и, ну, скажем, заокеанские, может быть, наши друзья. Вот. Но скажите, вы каким образом додумались, скажем так, вот удивительным образом таким, как бы, но почему брови, почему не глаза, почему не губы, почему именно брови? Ну, потому что я умею брови красить, поэтому... Так, а скажите, а почему вот с каждым разом у вас ширина бровей, как бы она все больше, шире, шире? И, кстати, я наткнулась еще на страницу известной телеведущей в Comedy Club, она очень как бы известная девушка Марина Кравец, и она также повторила ваш мейкап. Ну и, собственно говоря, это просто удивительно. Но скажите, а почему вот, ну, брови, скажем, вы рисуете, и с каждым разом у вас они все шире и шире? С каждой фотографией. Ну, мне в Инстаграме, да, написали, короче, все брови шире и шире, короче, зависит от подписчиков. Подписчиков больше тем больше становится, тем больше брови. Понятно. Ну, то есть нет такой, что они просто сольются потом с глазами. Такой тенденции. Ну, и, кстати говоря, многие считают, и Садия, кстати говоря, да, ну, или Садия, как правильно, она отметила, что вполне возможно, что вот эти брови ваши замечательные, они могут стать новым таким модным трендом 2017 года. Да, Да, вот. Ну, и вы являетесь вообще впервые девушкой, наверное, в мире, которая вот именно, так сказать, нарисовала себе такие брови. Немножко расскажите о себе. Откуда вы родом? Где вы работаете? Ваша семья? Ну, вот интересно. Я родилась на Меганом Кангаласском районе в Лусе, село Моя. Там, короче, до первого класса, до 5 класса я там училась в Техтюре. И после 5-го переехала в Кангаласском Лусе, там получилось село в Актемцах. Привет, Техтюру, село Актемцы. Потом до 8 класса училась в Актемцах, потом переехала на 9 класс в Мегане Кангаласском Расолоде, и там в интернате сидела. Ясно. Ну, жили. Ну что, дорогие друзья, мы продолжим. Я напомню, телефоны 320066, 321166. Можете подумать, пока идет рекламная пауза, свой вопрос придумать. Ждем. Дорогие друзья, 321166, 320066. У нас в студии очень популярные девушки в сети. Это Нюргуша и Анжелика. Ну, дорогие друзья, можете позвонить к нам в студию и задать свои вопросы. У меня такой вопрос. Сколько вы тратите карандаша на свои брови, так сказать? Вот один карандаш на сколько, так сказать, вам хватает? На день, на неделю? Там? На месяц мне хватает. Одного карандаша? Да. Ой, вы слушайте, ну это вот на заметку тем, кто решил поддержать тренд 2017 года, что одного карандаша хватает, кому-то хватает и на всю жизнь, может быть, одного карандаша, а Анжелика обходится одним карандашом вот раз и за месяц. Ну, если пойдет такими темпами, что у вас брови становятся все шире и шире, вполне возможно, придется побольше, видимо, карандашей-то использовать. Скажите, вот вы юное создание, 20 лет, у вас уже есть сын, да? Сколько сыну? Годик. Годик, такая кроха. А с кем эта кроха? С бабушкой. Бабушка сидит дома. Бабушка нам очень помогает, да. поддерживает. Поддерживает? Да. Скажите, Анжелика, вот вы работали на столичном рынке, продавали, да? Да. Скажите, а сейчас вы продолжаете свою, так сказать, карьеру? Нет, я сейчас занимаюсь рекламой. Ну, вот так. Понятно. Хорошо, скажите, вот такая вот слава обрушилась на вас. Наверняка вас уже узнают в общественном транспорте, где-то на улице, так или не так? Да, узнают, все узнают. Понятно. А какая реакция у людей в основном? Ну,
молодежь особенно, ой, это Анжелика же ходит, давай снимем селфи, сделаем, говорят. Понятно. То есть и все это монетизировано, да, Да. за деньги. Скажите, Нюргуша, а вот вы каким образом превратили вот эту свою популярность после этого зайца замечательного в, ну, скажем так, как вдруг возникла идея выйти на людей, использовать при этом свое обаяние, харизму, ну и опять-таки монетизировать это дело? Наверное, вот после зайца вот верхоянского, которое я ела, да, наверное, если остановилась бы, ничего не снимала бы, меня бы уже забыли. Я после этого зайца тоже второе видео пошло, я ела уже тортик. Тоже на акценте верхоянского тоже ела тортик. Это видео тоже гуляло по WhatsApp, в Инстаграме тоже. Потом люди просили снять тоже что-нибудь смешное, ролики просили, много-много роликов, и я стала, вот, как сказать, вайнером, что ли, и не остановилась. Молодец, отлично. Но скажите, вот каким образом можно использовать вот эту свою популярность и каков путь вот к этой популярности? Вот, ну, допустим, сейчас, может быть, нас смотрят, ну, девчонки, мальчишки, может быть, да, а может быть и взрослые люди, которые всегда плачут, ноют, что вот, жизнь такая тяжелая, денег не хватает, зарплату нам дают маленькую. А вы каким-то образом использовали вот эту возможность выйти в сеть, и вы зарабатываете ведь этим? Да, просят магазины репостировать, там рекламу сделать, вайн сделать. Да, конечно, это не бесплатно, конечно, да, есть заработок. Но я в основном тамада, на якутском языке, там корпоративы, Ну, то есть свадьбы. вы к этому подошли, как раз-таки вас подтолкнула вот ваша популярность? Да, я раньше работала тоже, вот ходила на корпоративы, с 2004 года я начала вот это тамадировать, но меня никто не знал. Тамадировать. Новое слово. Никто не знал, никто не звал. После вот зайца верхоянского стали, Все стали звонить приглашать. и хотели меня Весёлую видеть девчонку хотим на увидеть. праздниках, да. Отлично. Ну, а, Анжелика, вот скажите, на вас обрушилась просто невероятная слава, да, скажем, вы сейчас известны и не только в республике, но и в России, но и за рубежом. А вы не боитесь, что эта слава, вот она завтра же и исчезнет? После тренда 2017 года, когда брови, так сказать, уйдут, чем вы планируете потом заняться? Но я пока еще не знаю. Ну, а как-то вы продумывали? И есть ли у вас уже менеджер какой-то, ну, кто вам помогает, скажем так, Нет, себя продвигать? я сама вхожу, рекламу делаю. То есть абсолютно сами. А рекламодатели к вам приходят, к вам обращаются лично к вам? Нет, Или мне звонят. звонят, Да. так? Звонят, и, короче, я расписание составляю. А на завтра... Короче, на завтра, расписание. да. Так. И, короче... Блокнот, и там записываю, куда, где надо подъехать, и номер телефона обязательно. Угу. И звоню, короче, они там меня ждут, я там к ней поеду, и рекламу делаю, и все. Да, и все, собственно говоря. Да. Вот и вся, как говорится, технология. Ну, дорогие друзья, 32 11 66, 32 00 66. Можете позвонить нашим девушкам и поинтересоваться, ну, какие у вас есть вопросы к нашим гостям сегодняшнего эфира. Анжелика, скажите, а вот, допустим, вот когда вас критикуют, допустим, да, наверняка есть такие посты, которые, ну, обрушиваются на вас с негодованием, что вы позорите республику, что нельзя так вообще краситься, и у якутов не могут быть такие брови. Но как вы реагируете на эту критику? А я не обращаю внимания. Ну и правильно. Нюргуша, скажите, у вас наверняка есть в подписчиках те люди, которые достигли, ну, просто очень тоже такого, ну, допустим, колоссального такого, ну, не то что колоссального, но во всяком случае успешные люди, которые тоже как бы себя и позиционируют, и продвигают себя вот в том же Инстаграме, ВКонтакте, еще в каких-то сетях. Но вы сосредоточились только на Инстаграм. Да, Только в в Ютубе Инстаграме. тоже есть канал у меня, но там пока мало.
подписчиков. Так, но у вас ссылка, наверное, должна быть с вашего Инстаграма на YouTube, да, или как? Да, пока не очень хорошо я дружу с Ютубом. Как-то, наверное, какие-то хэштеги надо ставить там, чтобы было много просмотров. Я пока этого не умею. А у вас есть тоже такой человек, который вам помогает продвигаться? Есть ли у вас пресс-служба своя, скажем так? Так, мы ведь эти вайны, Пиар-менеджер. ролики снимаем просто на смартфоне, то есть это iPhone 7, и монтажируем тоже тут в телефоне, нету у нас компьютера, там аппарата, всяких вот этих пультов у нас ничего нету. И мне помогает подруга моя Вера Амосова, она сноубордистка, то есть идеи тоже она дает, то с помощью ее тоже снимаем всякие вайны, и она и оператор, и сценарист, и вайнер, так сказать. А где вы идеи вот черпаете? То есть вы пишете сценарий или это у вас репетируете, ну как в театре, да? Или у вас абсолютно идет, так сказать, поток сознания и сплошная импровизация? Мы сценарий никогда не пишем, ручку никогда не берем, в бумажках никогда ничего не пишем, просто ездим вдвоем, там катаемся, и просто шутка прямо валится, и вот начинаем снимать вайны. Давайте вот это что-нибудь снимем. И у нас вот смеемся, постоянно бы нас снимала скрытая камера, постоянно бы стояла камера, бы это было вообще... Просто Мы зашибись. очень веселые люди, когда мы встречаемся, мы всегда смеемся, нам никогда не бывает скучно с Верой. Понятно. Ну, Анжелика, у вас, наверное, немножко другой подход. Как вы, ну, скажем так, вот, постоянно, ну, как вы себя продвигаете, скажем так, вот кроме рекламы? То есть вот вы нарисовали брови свои, или как вы реализуете, ну, какие-то, есть ли идеи, там, сценарий какой-то в голове или что-то как-то? Нет, у меня пока нету. У меня сейчас рекламы очень много, и я не успеваю всех. Даже я Ой, не... бедняжка, как всех не я вам успеваю. сочувствую. То есть вы не успеваете даже задуматься. А вы не думали о том, чтобы завести себе помощника какого-нибудь? Ну, нет, пока не надо, я сама буду. То есть вы пока объявления такого не делаете? Нет. Громкого заявления, что вам нужны сотрудники, что вам нужно как бы... А вы не думаете вот вайны снимать как-то, может быть, оживить свою Ну, страницу? я хочу, но у меня в телефон памяти нет. Ну, в общем, наверняка, наверное, да, это такая, как сказать, скажем, ну, воззвание каким-то, я не знаю, там, магазинам, которые продают смартфоны, и, в общем-то, нужно помочь Анжелике с этим вопросом, раз памяти не хватает. Но вы снимаете себя сами, то есть не просите кого-то, допустим, Нет. тоже маму там или кого-то, да? А есть у вас подружки какие-то, которые вам подсказывают, давай лучше вот так сделаем, а давай вот в таком интерьере, а давай вот в таком костюме или как-то вот? Нет. То есть вообще абсолютно вы просто сами себя где-то Да. в зеркале, где-нибудь там в ванной там, или где, да, фотографируете и все. Но, тем не менее, смотрите, друзья, вот до чего абсолютно прост секрет, скажем так, да, то есть нужно быть, не обязательно какие-то выбирать интерьеры специальные какие-то, ведь есть же люди, которые, ну, просто невероятно, ну, скажем так, очень хотят раскрутить свою страницу и используют для этого самые различные, как бы, способы, они привлекают специально для этого специалистов каких-то, да, которые могут им посоветовать, вот, каким образом, какую-то стратегию выбрать и так далее. А можно вот таким вот образом, совершенно простым образом, как Анжелика и как Нюргуша, и, собственно говоря, идти вперед, гордо, так сказать, размахивая знаменем. Ну, скажите, у вас планы в дальнейшем, что вы хотели бы, вот кроме Ютуба и кроме вот этих, ну, или вайны, как-то, может быть, не знаю, тематически их разбивать или как? В будущем у меня планов таких, ну, наверное, также буду снимать ролики. И в основном у меня сноуборд, спортом занимаюсь. Я хочу побывать во всех этих склонах туристических горнолыжных баз. И хочу снимать какие-нибудь ролики вот Вы в Алдане были? в теме сноуборда. Я в Республике Саха была в Алдане, в Нюрке. Нерюнгри, в Шерегеш. В январе собираюсь вот в Сочи тоже. То есть мне
Море не подавай мне снег. Ну правильно, вы же откуда у нас? Вы на Батантае, конечно, там 9 месяцев снег. Горы. Горы вас зовут. Ну, а ваши планы ближайшие? Вот говорят, что вы уезжаете очень коротенько, быстренько, скоро в Москву. Это правда, что вас Малахов пригласил в программу? Нет, Это неправда. нет. Абсолютно неправда. Мы так и передадим Малахову. Ну что, дорогие друзья, я очень надеюсь, что вот наши девчонки сегодняшние, гости нашего эфира, как-то вас вдохновили, может быть, показали, как быть, ну, скажем так, простым человеком и в то же время добиться каких-то, ну, успешности через сеть. Спасибо,